Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. С начала года Абхазия потребила на 61 миллион киловатт электричества меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заседание Республиканского штаба по обеспечению энергобезопасности прошло в Сухуми. В Общественной палате подписано совместное заявление о переходе к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов в парламент Абхазии. В Абхазской государственной филармонии в честь дня рождения Москвы состоялся праздничный концерт. Для нас, конечно, это все песни любимые. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 35-летия со дня провозглашения Республики Южная Осетия и в первом международном экономическом форуме Южная Осетия «Горизонты инвестиций». В состав делегации войдут премьер-министр Владимир Делба, председатель Нацбанка Бистан Барателия, министр экономики Теймураз Миквабия и министр юстиции Анри Барцец. Представители Абхазии примут участие в мероприятиях по приглашению юго-осетинского президента Алана Гаглоева. День провозглашения республики – государственный праздник, ежегодно отмечается 20 сентября. С начала этого года Абхазия потребила на 61 миллион киловатт электричества меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень собираемости составил 48%. Заседание Республиканского штаба по обеспечению энергобезопасности прошло в Сухуми. Речь шла о возможности скоординированной работы в вопросах незаконного подключения к сетям, взыскания задолженностей, установки счетчиков. Репортаж Налы Чинджери. Открывая встречу Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электросетям, председатель штаба премьер-министр Владимир Делба прокомментировал ситуацию с электроэнергией в стране. Понимаем, что через некоторое время потребление электроэнергии значительно начнет расти. Это связано с зимним периодом. И, соответственно, мы можем войти в режим дефицита электроэнергии. Задача стоит пройти этот год, и это для нас год определяющий, испытательный, будем так говорить, с минимальным его дефицитом. Поэтому мы все вместе с вами, в соответствии с распоряжением президента, наш республиканский штаб призван для того, чтобы мы обеспечили выполнение этой задачи. Заседание обновленного республиканского штаба началось с ознакомления текущих цифр. На сегодняшний день на складе числится 4385 аппаратов по добыче криптовалют. По фактам выявленных нарушений передано в суд 13 материалов. Об этом сообщил вице-премьер Джансух Нанба. Нужно отметить, что борьбу с майнингом ведут ряд ведомств. В первую очередь это правоохранительные органы, сказал Нанба. За 2025 год Министерством внутренних дел изъято 456 машинок. Все они находятся, соответственно, на охраняемых объектах, на охраняемых складах. И впоследствии будут переданы в госстандарт для осуществления соответствующих процедур и обращения в судебные инстанции. За 8 месяцев уровень собираемости по всем категориям абонентов составил 48,6%, по юридическим лицам 74,4%, по физическим 31,4%. То есть динамика помесячная значительно превышает общегодовые показатели с начала года. С чем это связано? С тем, что, к сожалению, в первые месяцы текущего года уровень собираемости был недостаточно высокий. Но президентом была поставлена задача усиления работы с бытовой деятельностью и совместно с энергетиками очень большое внимание уделялось уже в последующие месяцы. С 2022 года и по сегодняшний день по всей Абхазии установлено свыше 31 тысячи приборов учета, которые были приобретены за счет средств республиканского бюджета. Знаете, что сейчас у нас идет пилотный проект по установки новых приборов учета с российской компанией. В августе месяце было установлено
327 приборов российской компании, которая предложила немножко отличную технологию по системам опроса этих приборов учета. Мы 214 штук было поставлено в многоквартирных домах в Гагре и 113 в частных домах в Алахадзе, Гагрский район. На текущий момент мы тестируем работу этих приборов уже на протяжении 2 и даже более недель. С технической стороны они показывают себя очень хорошо и по системам опроса, и по нагрузкам, которые на приборы учета ложатся. Министр энергетики Баталмушба сообщил, что на сегодняшний день уровень воды в Чварском водохранилище составляет 487 метров, что на такую же дату прошлого года выше на 47 метров. Да, ежесуточное потребление, Владимир Валерьевич, в стране сегодня составляет 4-4,5 миллионов киловатт-часов в сутки. На конец августа у нас было 5,5-6 миллионов киловатт-часов. За 11 дней сентября текущего года в сравнении с 11 днями сентября прошлого года потребление у нас меньше на 8 миллионов киловатт-часов. Это установка приборов учета, борьба с незаконными подключениями и стимулирование населения к более экономному потреблению электроэнергии, особенно в той части, там, где стоят приборы учета. С августа месяца Абхазия получает переток от Российской Федерации. Переток осуществляется в ночное время суток и в выходные дни, так как тариф на электроэнергию в это время на 50% дешевле. По сравнению с прошлым годом на 11 число мы потребили на 61 миллионов киловатт меньше, чем это было в прошлом году наше потребление, что, конечно, привело к сокращению, уменьшению дефицита электроэнергии. Значит, делать прогнозы, не знаю, все будет, конечно, будет зависеть от температуры окружающей среды, от погоды. Если брать в расчет среднестатистический осень-зиму, то, я думаю, дефицит сложится, но не такой существенный и большой, как был это в прошлом году. Значит, переток со стороны Российской Федерации, значит, мы будем продолжать все это время. Это значит, и в сентябре мы его осуществляем, и октябрь, и ноябрь, и декабрь месяц. Задач у нас меньше не стало, а наоборот еще больше, они расширены. Полномочия у каждого ведомства есть в этом смысле осуществлять контроль, надзор, учет, сбор, обработку, анализ информации. Очень рассчитываю, что мы также будем продолжать тесно взаимодействовать как в работе республиканского штаба, и, разумеется, так и на местах в каждом районе и городе Сухум. Подводя итоги совещания, Владимир Делба подчеркнул важность скоординированной работы в вопросах незаконного подключения к сетям, взыскания задолженностей, установки счетчиков. Нала Чхинджери, Рамо Камкия, Давид Давидзба, Абхазское телевидение. Вопросы реформы избирательной системы обсудили в Общественной палате. В встрече приняли участие руководители политических партий и общественных организаций. По итогам обсуждения подписано совместное заявление о переходе к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов в парламент Абхазии. Подробности заседания в материале Шазины Ханагуа. Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога работала над вопросом реформы избирательной системы около года. Открывая встречу, секретарь Общественной палаты Гули Кичиба отметила, что пришло время обсудить имеющиеся предложения. Каждый, кто приходит к власти, всегда апеллирует на эти реформы. Это как бы у них такая фишка, что именно в программных их вещах всегда присутствует, что обязательно должны произойти у нас реформы в пользу строительства нашего государства во всех областях. Совсем недавно президент Бадр Зурабович Гумба сделал ряд поручений. Возможно, это тоже такой какой-то стимул, толчок к тому, чтобы сегодня мы проговорили о дальнейшем развитии нашего государства и в области особенно реформы в избирательной системе. Проведение конституционно-правовой реформы остается центральной темой внутриполитической повестки Абхазии. Этот вопрос многие связывают с обеспечением стабильности политической системы и наведением правопорядка, без которого невозможно устойчивое развитие государства, считает Ирас Тагумава, председатель комиссии.
В последние годы вопрос реформирования, в частности, изменения принципов и порядка избрания депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, приобретает актуальность. В этой связи именно реформа избирательного законодательства занимает одно из важнейших мест на пути к системным преобразованиям в стране. Примечателен тот факт, что президент страны относительно недавно поддержал данный нарратив, дав интервью вначале на Петербургском экономическом форуме, а затем и информационному агентству «Абсный пресс», где публично озвучил свою позицию по вопросу реформы избирательной системы, поддержав идею перехода на смешанную пропорционально-мажоритарную систему выборов в парламент республики. На сегодняшний день комиссия при Общественной палате, которая занимается этой проблемой, выдвинула на первый ряд это вопрос изменения избирательного законодательства, потому что новая избирательная система позволит нам модернизировать парламент, привлечь туда молодую политическую элиту, которая должна будет в конструктивном ключе двигать нашу республику вперед по развитию. По мнению директора Центра социально-экономических исследований Олега Доменя, ключ к решению острых общественных вопросов еще не найден. Ученый призывает изучать опыт крупных партнеров, в частности России, которая строит и управляет огромным обществом и откуда берет начало их внутренняя и внешняя политика. Доменя подчеркивает, что политика и наука – разные сферы, но органически связаны. Политика – это не наука. И наука – это не политика. Но они органически связаны. Политика без науки мертва. Деструктивна. Конструктивная такая политика, которая не опирается на данные науки, она не может быть. Руководители и представители общественных организаций политических партий поддержали решение о подписании заявления. Участники встречи высказали свое мнение по обсуждаемой теме. Я считаю, что это делать надо. Но есть один очень серьезный момент. А мы что, уверены, что наша партийно-политическая система настолько отработана и совершенна, что прям готовы сегодня проводить вот эти выборы текущие? А есть у меня очень серьезное опасение, что в свете последних событий, которые есть, кое-какие скоророжденные партии станут приоритетными по разным причинам. Я сейчас даже не хочу говорить, о чем идет речь. И та реформа, которая дальше протекает, там говорится о том, что победившая партия там чуть ли не формирует руководство парламента и правительство и так далее. У меня в этом плане очень серьезные есть опасения. То есть я как считаю, вот несмотря на то, что Виталий сказал, что можно сдвинуть, но это потеря времени, я не считаю, что это потеря времени. Я считаю, что надо укрепить партийную систему. С чего бы я ее начал? Начал с того, что давайте мы проведем перерегистрацию тех партий, которые у нас есть. Наша партийная система и сейчас может выставлять 2/3 наших округов своих кандидатов и поддерживать их может. Единственное, о чем я очень хотел бы попросить и вас, и других, количество депутатов увеличивать не нужно. Слушайте, у нас страна маленькая. В Московской городской думе до недавно времени было 35 депутатов, а там 15 миллионов населения. Именно с реформы избирательной системы начнется процесс оздоровления государственного механизма, преодоления системного кризиса и прекращения практики насильственной смены власти, убеждены участники встречи. Проведение этой реформы станет первым этапом, за которым последуют важные изменения в различных направлениях. Мои коллеги, все старшие, говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентскими. Когда мы говорим о том, что качество этих партий, вы знаете, там же предусматривается прохождение, там 5% барьер для партий, наверное, будет, да? Даже 7 можно. Даже 7. Естественно, эти партии, у которых одни и те же люди в списках, да, как вы сказали, они будут объединяться, потому что им надо будет блоки какие-то создавать, объединяться, чтобы пройти этот барьер. Концептуально партия Амцахара поддерживает данную реформу. Есть ряд моментов, на взгляд Амцахара, которые нуждаются в доработке. Мы о них с вами подробно говорили в офисе Амцахара, с членами Общественной палаты.
А вступление законов в силу и численность депутатов парламента по новой системе, это уже отдельная тема для разговора, конечно, вызывает много вопросов полномочия парламента, которые мы в рабочий вариант видели, да, поэтому к этим моментам есть вопросов. На наш взгляд, давайте мы сперва постараемся избрать парламент по новым правилам, потом посмотреть, что можно доверить этому парламенту, какими функциями их можно наделить. Мажоритарно-пропорциональная система на первых порах обязательно покажет, какие могут быть ошибки, какие пробелы возникнут за это время, потому что у нас все-таки существует мажоритарная система, которая опять-таки может сохранить, пропустить те же ошибки, которые были в прошлом. Но не переступив какую-то черту, мы не можем выдвинуть другое мнение. Переход на новую избирательную систему, основанную на пропорционально-мажоритарном принципе, участники встречи рассматривают как важнейший шаг к созданию условий для здоровой политической конкуренции, укрепления партийного строительства и формирования новой политической культуры. По их мнению, это позволит внедрить системный, последовательный и программно-целевой подход к решению ключевых государственных задач, что в свою очередь создаст прочную основу для дальнейших политико-правовых преобразований в республике. Во всяком случае, переходить к этой системе нужно. Эта система, она, активизирует работу этих партийных организаций. Я не хочу сейчас частных вопросов касаться, поскольку это, знаете, в каждом случае там свои есть нюансы. Но, в общем, конечно, в этой системе, в которой мы находимся, это уже тесно развиваться. Нас подпирает другая молодежь. Посмотрите, какая... Олег Нестерович говорил о том, что в России проводится большая работа по подготовке и прочее. То же самое у нас. Сейчас перенимается опыт России. Посмотрите, какие движения у нас возникли. Мы не можем не замечать этого. В завершении встречи было подписано совместное заявление членов Общественной палаты 6-го созыва, представителей политических партий и общественных организаций к депутатам Народного собрания. Заявление открыто для подписания до 27 сентября. Щезина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вопросом предупреждения и раскрытия коррупционных преступлений, совершенных лицами с использованием своего служебного положения за 2022 и первое полугодие текущего года, было посвящено координационное совещание, которое прошло в прокуратуре города Сухум с участием руководства МВД, Генеральной прокуратуры и службы госбезопасности. Динамика преступлений коррупционной направленности за период с 2022 года по первое полугодие 2025 года включительно свидетельствует о резком снижении количества выявленных коррупционных преступлений. С основным докладом выступила начальник управления Зарина Саблирова. Основополагающие виды коррупционных преступлений, дача и получение взятки, халатность, нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных бюджетных фондов не выявились за отчетный период. Результаты проведенных за период с 2022 года обобщений по выполнению координационных мероприятий по противодействию коррупции свидетельствовали о недостаточной работе правоохранительных органов по вопросам предупреждения коррупции, в том числе по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений. Полномочия, установленные законодательством по вопросам борьбы с коррупцией и выполнением задач оперативно-розыскной деятельности соответствующими органами не осуществлялись в полном объеме. Намечается плодотворная работа межведомственной рабочей группы Управления по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства Генпрокуратуры. Группа сосредоточена на обсуждении ключевых вопросов борьбы с коррупцией и разработке законодательных инициатив. Цель этих предложений – усовершенствование действующего законодательства для усиления мер противодействия коррупции, обеспечение неотвратимости наказания за подобные преступления, создание единой и системной государственной политики в этой сфере, а также установление дополнительных механизмов контроля за доходами и расходами госслужащих. Доводим до вашего сведения, что с должностными лицами ГТК на постоянной основе проводятся профилактические работы с целью предотвращения преступлений коррупционной направленности. В период за 2024 год по настоящее время деяний коррупционной направленности со стороны должностных лиц ГТК выявлено не было.
Представители правоохранительных органов подчеркнули важность продолжения работы по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, а также необходимость усиления профилактических мер. Была отмечена важность координации усилий различных ведомств для достижения максимального результата в борьбе с коррупцией. Отделом кадров Государственной миграционной службы Республики Абхазия ежегодно проводится контроль по заполнению декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Государственной миграционной службы Республики Абхазия и членов их семей с последующим опубликованием на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. За 2024 год и первое полугодие 2025 года жалоб на действия сотрудников Государственной миграционной службы не поступало. Подводя итоги координационного совещания, генеральный прокурор Адгур Акрба потребовал усилить координацию в борьбе с преступностью и коррупцией. Он призвал к более тесному взаимодействию между различными правоохранительными структурами, включая прокуратуру, МВД, СКБ и другие ведомства. То, что сегодня вот такой небольшой спад происходит по коррупционным делам, это, конечно, не совсем хороший сигнал, но я думаю, что мы сможем активизировать в дальнейшем нашу работу, тем более, что есть потенциал, есть опыт. Здесь очень опытные ребята из МВД, других служб, которые готовы раскрывать, выявлять эти преступления. Тем более, что 2020-2021 год показали, когда мы совместно проводили такие мероприятия, мы ряд коррупционных преступлений тогда вместе выявили, очень много дел возбудили. Часть из этих дел находится сегодня в судах, по ним проходят процессы, по некоторым уже вынесены приговоры, и это результат нашей совместной работы. С учетом того, что у нас создана такая рабочая группа в 2023 году и представляют эту группу достаточно опытные, квалифицированные сотрудники, я думаю, что результат будет. Конечно, нельзя сегодня сказать, что у нас благоприятная ситуация в республике складывается. Об этом рано пока еще говорить, но усиливать работу в этом направлении нужно. Считаю, что и в районах прокуроры, которые координируют работу, прокуроры районов, планомерно должны заниматься этим вопросом. Почему? Потому что коррупция – это самая значимая работа в системе правоохранительных органов. Все будет зависеть от вас, насколько плотно вы будете уделять этому внимание. По итогам совещания были заслушаны предложения, направленные на совершенствование деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции. Кундашова, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Подозреваемый в убийстве, произошедшем в Гудауте, заключен под стражу. Меру пресечения для 25-летнего Османа Шамба избрал суд Гудаутского района, сообщили в Генпрокуратуре. Убийство произошло в Гудауте вечером 7 сентября. В драке Шамба нанес ножевое ранение 20-летнему Станиславу Агумава, который скончался от полученных ран. Абхазия передала российским правоохранителям россиянина, обвиняемого в экономических преступлениях, запрос об экстрадиции 43-летнего Александра Степанова для привлечения его к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей поступил от Генпрокуратуры России. 11 сентября Степанова передали представителям компетентных органов Российской Федерации. Правоохранительные органы задержали в Грузии 2 граждан Украины, которые ввезли в страну из Турции на грузовике 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена, сообщает ТАСС. Уточняется, что 10 сентября грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками пересек государственную границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию. При обыске грузовика были также изъяты 8 мобильных телефонов, компьютер, деньги в большом количестве, сим-карты различных стран и кокаин. На заседании Президиума Верховного суда рассмотрели надзорную жалобу гражданина Фарида Кобахи на определение кассационной коллегии Верховного суда, которым было отменено решение Гагарского районного суда. Постановлением Президиума Верховного суда данное кассационное определение отменено и оставлено в силе решение Гагарского районного суда, которым исковые требования гражданина Кобахи об истребовании имущества из чужого незаконного владения были полностью удовлетворены. Заслушав доклад судьи Верховного суда Республики Абхазия Аглиба, изложившего обстоятельства гражданского дела, содержание судебных актов, принятых по делу,
доводы надзорной жалобы и возражения на жалобу, мотивы, содержащиеся в определении судьи о передаче надзорной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Республики Абхазия, объяснение Кобахи и его представителей, адвокатов Габеля Риквава, поддержавших надзорную жалобу и просивших отменить определение кассационной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Абхазия от 18 марта 2025 года, возражение представителей Нюткина, адвоката СМИР, полагавшего надзорную жалобу, не подлежащую удовлетворению, при особом мнении членов Президиума Касланза и Тарба, руководство с пунктом 4 статьи 369 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия, Президиум Верховного Суда Республики Абхазия постановил определение кассационной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Абхазия от 18 марта по гражданскому делу по исковому заявлению Кобахи Фарида Мизановича, Нюткину Владимиру Михайловичу и Нюткиной Тамаре Алексеевне об истребовании имущества чужого незаконного владения и выселении, встречному исковому заявлению Нюткина Владимира Михайловича и Нюткиной Тамары Алексеевны, Кобахи Фариду Мизановичу и Крие Марине Владимировне, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора муниципального учреждения администрации Ганградского района БТИ, нотариус Государственной нотариальной конторы города Пицунда Сичинава о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности, отменить надзорную жалобу адвокатов Габелия Риквава удовлетворить, оставить в силе решения суда Ганградского района от 7 августа 2024 года. Подписи председательства членов президиума. Полный текст постановления вам будет вручен в установленные законом сроки. Единая Россия и Единая Абхазия подпишут соглашение о противодействии электоральному неоколониализму. В Москве состоялась встреча члена Бюро Высшего Совета Единой России Андрея Климова с исполняющим обязанности председателя партии Единая Абхазия Алхасом Барзанием. Андрей Климов подчеркнул, что Единая Россия продолжит оказывать необходимую поддержку братскому абхазскому народу, в том числе через развитие межпартийных отношений. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Фарад Микаэлян избран руководителем Сухумского районного отделения партии «Единая Абхазия». Решение принято на конференции районного отделения. Также определили количество представителей, которые представят район на съезде. Это 70 делегатов. Предстоящие выборы в органы местного самоуправления обсудили и на расширенном заседании Политсовета партии «Народный фронт Абхазии». Партия собирается принимать участие в голосовании и выдвигать своих кандидатов. Также была обозначена новая дата проведения съезда, который пройдет в Сухуме 28 октября. В Абхазской государственной филармонии в честь дня рождения столицы России Москвы состоялся праздничный концерт. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» и государственный камерный оркестр под управлением Давида Терзяна порадовали жителей и гостей республики своим мастерством. Мероприятие посетил премьер-министр Владимир Делба и руководитель администрации президента Беслан Эшпа. Репортаж Айлиты Арутюнян. В эту субботу Москва отметит День города. Российской столице исполнится 878 лет. К этому событию приурочен концерт уже полюбившегося дуэта «Пиано-дуо». Первым номером они исполнили композицию Сергея Рахманинова «Весенние воды». Каждое выступление встречают бурными и искренними овациями. Подготовка к концерту была кропотливой. Ежедневно репетируя, артисты оттачивали каждый элемент. Выходя на сцену, несмотря на небольшие нотки волнения, музыканты готовы поражать и радовать своим мастерством. Каждый раз это волнительно, каждый раз это очень ответственно для нас и для музыкантов. И мы каждый раз переживаем, волнуемся, но очень ожидаем аплодисментов, ожидаем, что будет успех, и держим крестики, как обычно. Я надеюсь, все пройдет так, как мы и планируем. Во всяком случае, мы очень постараемся поделиться своими эмоциями, своей любовью со зрителем.
Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» и Государственный камерный оркестр Республики под управлением Давида Терзяна не перестают удивлять любителей классической музыки и своих поклонников. Зрители с первых нот узнали мелодию знаменитого мультфильма «Дисней. Красавица и чудовище», доброй истории, знакомой с детства, а впоследствии снятого фильма. Среди множества разнообразных музыкальных композиций звучит саундтрек весьма популярному кинофильму «Миссия невыполнима», мелодии и кадры которого узнаются с первых секунд. Праздничный концерт приурочен ко дню рождения Москвы. Концерт организовал Дом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей и Московского дома соотечественника. Мы ежегодно проводим разного рода мероприятия культурно-массового характера, детские различные образовательные, культурные мероприятия, мероприятия для молодежи. И ежегодно сложилась такая традиция, что ежегодно мы празднуем День Москвы, как вот День города Москвы. Вот. В этом году мы решили скооперироваться с Государственным камерным оркестром Республики Абхазия во главе с Давидом Терзян и с дуэтом «Пиано-дуо» с тем, чтобы отпраздновать День города Москвы в Большом зале филармонии с праздничным концертом. В программе были представлены произведения российской и мировой классики, которые точно не оставили зрителей равнодушными. Мне очень понравилось это выступление, как играли на пианино Нелли, как все играли. Это было очень красиво. Это просто шедеврально, это просто грандиозно, и все песни для нас, конечно, это все песни любимые. Работа дирижера, если внимательно смотреть, после каждой композиции он жестами хвалит музыкантов. Это настолько важно и настолько трогательно и трепетно, то, что он поощряет их после выступления, показывает, что они молодцы, что он доволен их работой. Это очень приятно. Я под таким впечатлением, особенно саундтрек к фильму «Осень в Нью-Йорке», мы плакали. Классическая музыка – это великое наследие, которое останется с нами навсегда и которое настолько многогранно, что может находить свои отголоски и звучать по-новому в знаменитых кинофильмах, добавляя им новый незабываемый оттенок. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 388 рейсов обслужил Сухумский аэропорт с начала работы. За это время через него прошли более 80 тысяч пассажиров службы воздушной гавани, обработали более 600 тонн багажа. Сейчас в Сухум летают рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни 13 и 14 сентября в Абхазии местами дождь, гроза. В воскресенье осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 14-19, днем 19-24 градуса тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.